разыскивают полицейского. Сержант транспортной полиции скрылся с места службы с оружием. Дополнительный корм в хозяйствах республики. Активными темпами идет уборка сенажа и силоса. Алданские аграрии завершили сезон. Фермеры представили свои товары на ярмарке. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся с места службы с оружием. Он вооружен пистолетом с 2 магазинами. Сержант транспортной полиции Айтал Томский пришел на службу, был на разводе, получил табельный пистолет Макарова и после исчез. До места службы в аэропорт он не дошел, к нему домой направились коллеги, взломали дверь. Там обнаружили форму, сержант переоделся в гражданскую одежду, в какую неизвестно, и ушел с пистолетом. В настоящее время его разыскивают, разослана ориентировка. Прокуратура столицы региона выявила нарушение у временно исполняющего обязанности главы города по развитию территорий. По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что Евгений Григорьев не представил сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своей супруги и детей. Сведения об адресах сайтов и страниц сайтов в интернете. Кроме этого, на момент своего назначения он участвовал в управлении 5 коммерческих организаций. Отмечается, что трудовой договор с Евгением Григорьевым был расторгнут после представления прокуратуры об устранении нарушений. В Мирнинском районе в результате ДТП погиб водитель. 70-летний мужчина на легковом авто начал выезжать с обочины на проезжую часть, где совершил лобовое столкновение с внедорожником, в результате чего водитель легковушки скончался на месте происшествия. Погибший мужчина имел водительский стаж 40 лет. За текущий год к административной ответственности не привлекался. Водитель внедорожника был трезв. ДТП произошло в светлое время суток и ясную погоду. Подготовка к авиасалону «МАКС» в самом разгаре. В этом году участие в нем примут рекордное количество пилотажных групп. За тренировкой одной из них, первый полет, удалось понаблюдать нашим коллегам. Асы продемонстрировали Наталье Бухминой захватывающие комплексы фигур высшего пилотажа, которые готовят для самого долгожданного авиашоу этого года. Привычными движениями она заводит свой Як-54. Ирина Маркова за штурвалом лет с 17, многократная чемпионка России по высшему пилотажу. Уже через пару минут радуют журналистов головокружительными спиралями в воздухе. Такие скоро увидят зрители авиасалона «МАКС». Приземлившись, участница пилотажной группы «Первый полет» и мне предлагает совершить мой первый. Ну что же, на петлю Нестерова, на Яке меня, конечно, с собой пока никто не возьмет, но вот зато вместе с Ириной на «Спортстаре» прокатиться разрешили. Это уникальная возможность пообщаться с пилотом прямо на высоте. Ирина, вот сегодня мой первый полет, и, конечно, немного коленки тряслись, а вы можете вспомнить свой первый полет? Страха абсолютно не было, потому что это было мое, наоборот, страстное желание лет с 11 попробовать. Опять-таки я полетела с женщиной, она очень спокойно комментировала, вот мы взлетели, вот смотри там то-то, смотри то-то. У меня было полное ощущение, что я плыву на лодке по широкой зеленой реке. «Спортстар» она в шутку называют трехколесным велосипедом. Маневренный, мало ест, прост в управлении. Можно и новичку показать пару фишек. Ой, класс. Вот, почти все так реагируют. Редко кто прям говорит: ой, не надо мне так больше. Опять, да. Базируется единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах на аэродроме Большое Грызлово. Все они члены сборной России по высшему пилотажу, чемпионы Европы и мира. На авиасалоне «МАКС» будут выступать в 6-й раз. К классическим фигурам высшего пилотажа, петле Нестерова, фонтану, бочке всегда добавляют авторские. Достаточно интересная фигура, мы ее все любим. Она технически очень сложно выполняется, хотя смотрится достаточно легко. Это фигура пропеллер. При правильном исполнении, когда все совпадает, полное ощущение, что в воздухе появился пропеллер, он крутится, выполняет его 3 самолета. Вишенка на торте, сердце в небе, благо погода наконец летная. Отсюда с земли мне, обычному зрителю, кажется, что самолеты буквально задевают друг друга крылом. Расстояние между ними и так минимально 2,5 метра, поэтому пилотам очень важно не только следить за приборами, но и не упускать друг друга из поля зрения. Ну а дымовой шлейф не только прибавляет зрелищности, он еще и позволяет асам быстро находить друг друга на высоте. Роман Овчинников – абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу. Объясняют такую синхронность по-своему. Когда зритель видит, что мы как бы касаемся, на самом деле это иллюзия. Вот, мы находимся на безопасном расстоянии друг от друга. Вы как волшебники иллюзию можете создать? Да вообще полет – это
магия. Кстати, любой тренировке в небе предшествует вот такая на земле. Называется она пешим полетному и местами похожа на танец. Поворот. Сход. Право. Право. Пилоты за штурвалами ярких оранжево-красных яков. На этой тренировке 3 самолета. На Максе присоединятся еще несколько. Среди них американский Пайпер. На таких мероприятиях, как Макс, очень большая энергетика за счет того, что очень много зрителей. И ты ее чувствуешь даже в воздухе. Естественно, всю эту поддержку. А на земле, когда приземляешься, зрители тебе аплодируют. Во-первых, ты понимаешь, что там что-то сделал круто. Интенсивные тренировки продолжаются, ведь до авиасалона Макс рукой, точнее крылом подать. Пройдет он с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Наталья Бухмина, Нелли Ефимкина и Алексей Зарышняк. Новости 360. В хозяйствах республики активными темпами идет уборка зеленой массы для дополнительного корма. К предстоящей зимовке перед Сахаплемобъединением стоит задача заготовить 1000 тонн сенажа и силоса. А сбором урожая занимается машинно-тракторная станция Тулагинского наслега. Собрано 40 тонн. Но из-за засушливой погоды урожай уступает прошлогоднему. Особенно пострадал первый посев кормовой культуры. С засухой в этом году у нас урожайность, как вы видите, это скромная. Мы здесь планировали взять из гектара 4-5 тонн. А вот по фактически мы здесь сейчас получим тонна 1,5 гектара. Но все же мы за счет посева второй и третьего срока, это 2-я и 3-я декада июня, мы планируем там получить в среднем с гектара 3-4 тонны. Выращиванием зеленой массы Сахаплемобъединение занимается 2-й год. Этой весной кормовую культуру посеяли на площади 280 гектаров. Кроме того, по рекомендации якутских ученых экспериментируют на выращивании других культур – суданской травы и горохи. Длина травы достигла 1,5 метров. Со следующей недели бригада приступит к уборке и планирует собрать 300 тонн дополнительного корма. В Алдане прошла ежегодная выставка-ярмарка сельхозтоваропроизводителей. В ней приняли участие местные фермеры, предприятия агропромышленного комплекса, садоводы и огородники. По словам аграриев, лето было хорошим, а урожай выдался на славу, рассказывает Руслан Павлов. Поделиться плодами своего труда с жителями райцентра на сельхозярмарку в Алдан приехали садоводы-огородники из Тамота, Куранаха, сел района. Показать товар лицом получилось у всех. Лето выдалось теплым, а урожай не подкачал. Ежегодно приезжаю, я здесь постоянный, как говорится, член, можно сказать, торговли. И всегда со своей продукцией. Каждый год, начиная с весны, стараемся, конечно, все вырастить от и до, что-то экзотическое, что-то очень даже. Амурский мед, молочная продукция, свинина и крольчатина – все свежее и экологически чистое. Были и живые экземпляры, но не на продажу, а на потеху детворе. Кроль-король, собственность общественной благотворительной организации «Дари добро», зверь известный и не раз принимал участие в различных мероприятиях. Это наш домашний кролик, он уже у нас звезда. Мы его когда-то уже, он с нами вместе участвовал в акции, проводили мы в октябре в прошлом году. Домашний мини-зоопарк в торговом центре «Дружба». Вот. В общем, он у нас знаменитость уже. Успехом пользуется, да. Кроме овощей, мяса и молочной продукции, на ярмарке были представлены различные поделки от местных обществ, инвалидов и пенсионеров, которые с удовольствием занимаются прикладным творчеством, выращивают у себя на огородах овощи, производят консервацию. Спасибо большое жителям нашего Алдана, которые поддерживают продукцию пенсионеров. Это значит, они уважают своих бабушек, уважают людей старшего поколения. А продукция выращена, сами знаете, добрыми, нежными руками. Жители города высоко оценили продукцию местных аграриев и садоводов-любителей за качество и доступную цену. Ярко отличившимся за лучший прилавок, большой урожай и ассортимент были вручены грамоты и символические подарки. Молодцы, все вырастили урожай хороший. Я вот сейчас попробовала картошку домашнюю, сметанку взяла, творог взяла. А что я еще взяла? Мед.
Так что спасибо, все молодцы. По мнению сельхозтоваропроизводителей, подобные ярмарки – хорошее подспорье в установлении хозяйственных связей и возможность реализовать излишки продукции населению без посредников, а значит, по более низкой цене, чем на рынке. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Ну а в Якутске на ярмарке раздавали бездомных животных. Своих подопечных, собак и кошек представила волонтерская организация «Помоги выжить». Каждый желающий смог получить консультацию по уходу и воспитанию. Продолжит Саргалана Федорова. Семья Трубиных пришла на ярмарку целенаправленно за щенком. Дети выбрали Барсика – черно-белого пса с грустными глазами и спокойным характером. Живем в частном доме, захотели, давно уже думали брать щенка. Щенок здоровый, хорошенький. Вот. Надеюсь, он будет хорошим другом нашим детям. Будем за ним ухаживать. Дети очень любят, ждали этого момента, конечно. Волонтеры просто так в никуда своих подопечных не отдают. Будущий владелец питомца обязательно заключает договор с организацией. Волонтеры следят за тем, чтобы животные попали в ответственные руки. Все пристраиваемые питомцы здоровы и готовы к жизни в семье. Но у каждого бездомного животного за плечами тяжелая судьба. Вот 2 щенка, которые сейчас в клетке. Одну сбила скорая помощь. Мы ее забрали, оперировали. И вторую, скорее всего, тоже сбила машина, у нее был перелом лапы. Вот мы их вылечили и сейчас пристраиваем. У нас есть страничка в Инстаграме, ВК, WhatsApp. Нам звонят, и если что, мы можем сделать доставку, привезти сами животное. У тех, кто не может себе позволить питомца, была возможность помочь кормом и другими необходимыми мелочами. Это последняя ярмарка бездомных животных в текущем году. Но всегда можно обратиться за питомцем в организацию «Помоги выжить» через инстаграм-аккаунт «Волонтеры ЕКТ». Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Неделю спорта объявили в IT-парке Якутска. Всю неделю специалисты технических специальностей будут доказывать, что способны показывать хорошие результаты не только в киберспортивных дисциплинах, но и в более традиционных видах состязаний. В рамках недели спорта пройдут различные конкурсы, викторины и встречи. А завершится все спартакиадой «Спорт IT Челлендж». Самого спортивного айтишника выберут 31 августа в столичном спорткомплексе «Мадун». Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на нашем сайте yak24.ru.